Утро Георгия Габуева начинается с разминки. С 4-летнего возраста он занимается ушу. За его плечами победы в чемпионатах России и Южного федерального округа. В этом году на мировом первенстве спортсмен поразил судей своей скоростью и техникой, за что был удостоен золотой награды в состязаниях с мячом. Кроме этого, Габуев добавил в копилку сборной страны серебряную медаль за выступление без оружия. Этой программой я уже занимаюсь года 3, чтобы не соврать. Но вот, чтобы четко отрабатывал ее, что-то менял, что-то переставлял, вот уже с сентября. То, что мы сейчас добились, да, на этом зацикливаться не надо, нужно идти дальше и постараться выиграть тот же чемпионат мира, только уже в более высокой категории, по взрослым. Тогда у тебя и как бы статус будет выше. В китайском городе Чжичжоу прошел 6-й чемпионат мира по традиционному ушу. Соревнования проходили в необычном формате, в буддийском парке под открытым небом. Сюда приехали лучшие спортсмены из 45 стран. В составе юниорской сборной России выступали 2 воспитанника Остинской школы ушу – Георгий Габуев и Тимур Малиев. Ежедневные упорные тренировки только так становятся чемпионами. Спортсмены разучивают комплексы движений, совмещающие различные стили ушу. Главный критерий оценки – сложность и четкость движения, а также театральность исполнения. Соревнования с мячом, с 2 мячами и без оружия. Юные спортсмены выступали сразу в 3 программах. 14-летний Тимур Малиев показал высший результат с 2 мячами. А выступление без оружия принесло ушуисту бронзовую медаль. Мы одна из, как сказать, может быть, хоть и новых школ, вернее, молодых школ среди всех восточных индусов, но тем не менее у нас, считаю, что одни из самых высоких показателей на спортивном поприще. Все же у нас 4 золотые медали в чемпионатах и первенствах мира, это, я считаю, что это много. Школе ушу 17 лет. Ее воспитанники показывают высокие результаты, завоевывая призовые места на крупных состязаниях. Из-за отсутствия финансирования сейчас юным спортсменам приходится нелегко. Однако, несмотря на это, восточное боевое искусство активно развивается в Северной Осетии. Мадина Сханова, Артем Балатаев, Михаил Безуглов, Осетия ТВ.